Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о новом протестном сезоне, который, ну, я так понимаю, начался или его пытаются начать в Гагаузии. В это воскресенье состоялась очередная акция протеста или митинг, как его назвали, да, против закона о НДС, принятого в парламенте, имеется в виду поправок в налоговый кодекс, связанного с НДС Гагаузии. Еще как бы, ну, там, как обычно, этот, митинг начинался за здравие, закончился за упокой. Вот об этом, как это видится из Кишинева, я предлагаю поговорить с депутатом парламента Республики Молдова от партии ПАС Уазу Нантой. Господин Нантой, приветствую вас. Добрый день. Господин Нантой, вот в воскресенье в Камрате прошел протест. В резолюции протеста одно единственное требование – отставка президента. Вот как вы расцениваете такого рода протесты? Вроде как бы сначала объявили, что они против поправок в налоговый кодекс в связи с НДС, а вот закончили отставкой президента. Вы знаете, есть такое выражение: политика есть искусство возможно. Мгм. То есть это даже на примере партии ПАС, партии действий и солидарности. Те намерения, с которыми мы пришли во власть, они оказались значительно откорректированы реальностью. Это и ковид, и газовый кризис, и кризис с беженцами, и война в Украине. И когда в каком-то населенном пункте выходит, ну, скажем так, да пусть даже несколько сотен человек и кричат «Жос Майя Санду», то как бы не следует забывать, что за Майя Санду, с одной стороны, кажется, 920 тысяч голосов, да? Что Майя Санду – это первый президент Республики Молдова, за которого не стыдно, который достойно представляет страну за ее пределами, и в том числе обеспечила беспрецедентную политическую, финансовую и другую поддержку Республики Молдова в это кризисное время. И возникает вопрос, когда люди кричат, они понимают, они хоть раз в жизни читали Конституцию этой страны? Они понимают, кто же за что отвечает в этой стране. И мне очень жаль, что находятся крикуны, которые устраивают такие акции, которые, если бы их не показывали по телевизору, в данном случае, наверное, есть это о ГРТ речь, да, то никто бы и не знал о существовании, о том, что такого рода акции проводятся. Потому что нельзя каждый день проводить митинг или каждую неделю и кричать «Жос Майя Санду» в ситуации, когда проблемы совсем другого рода. Вот я, кажется, даже утром прочел о том, что команда молодых людей из Республики Молдова на каком-то всемирном состязании Global что-то там 2023 получили золотые медали в конкурсе среди молодых по роботике. Мгм. То есть эти дети, для меня они могут быть даже внуками, это в идеале будущее Молдовы. И вот давайте представим себе, что мы этих детей привели на тот митинг. Что общего между этими детьми, которые понимают современные технологии, владеют иностранными языками и найдут себе место под солнцем в любой развитой стране мира? Чем их удержать? Воплями о том, что румыны идут и что мы готовим уничтожение государства или ведем Молдову по украинскому сценарию? Вот в Да. чем проблема. Что общего между этими детьми и теми людьми, которые пришли на площадь и не понимают, зачем они туда пришли? Вот у нас Нет, наша Игорь, коллега задала вопрос. что общего между детьми, которые конкурентны на мировом рынке, да, то есть они получили медали на всемирном конкурсе по роботике, да, и вот какая общая тема может быть у них с Михаилом Влаховым? В данном случае я просто его вижу на экране. Да, я понял. Да, поэтому, если мы говорим о том, что каждый гражданин этой страны хочет, чтобы мы жили лучше, да, а, собственно, для этого люди ходят на выборы, там, ошибаются, опять идут на выборы, то мы должны хоть на минуту задуматься о том, кто приводит нас на митинги, что там кричат и что предлагают. Поэтому это прискорбно.
то, что в нашей стране есть еще значительный процент людей, которыми можно манипулировать популистскими лозунгами, не говоря уже о тех, которые охотно продаются. Я не хочу сказать, что мы против политического плюрализма. Но одно дело политический плюрализм, и другое дело откровенное коррумпирование избирателей, не говоря уже о манипулировании популистскими лозунгами. Причем это проблема не только Республики Молдова. И достаточно состоявшиеся и устоявшиеся демократии тоже сталкиваются с подобным явлением. Но Республика Молдова находится в очень уязвимом положении, и мы, конечно, должны понимать, что стоит за подобного рода митингами и какие возможные риски. Ну хорошо, вот один из рисков, вот вы сказали, что за Майю Санду в 2020 году проголосовало более 900 тысяч избирателей. Что да, это цифры Центральной избирательной комиссии, действительно столько проголосовало за Майю Санду. Но вот сейчас ходят слухи, а где-то один из рисков, да, то есть как бы, что якобы сейчас вот эта вот группа Шоры, партии-сателлиты, вот этой группировки Шора могут взять власть в ряде примарий, и якобы, что дальше начнется вот это протестное движение, которое будет требовать отставки досрочных парламентских и президентских выборов. Насколько это вообще возможно и насколько это уместно, да, то есть как бы взяв примарии тем путем, который они возьмут, да, требовать такие вещи? Я считаю, что война в Украине несколько прояснила ситуацию. Потому что одно дело протестные акции там. Вот, кстати, в 90-е годы, когда, как говорил народ, пенсии выдавали парой калош на одну ногу, да, протестных акций не было. Сейчас вот появились протестные акции. Протестные акции имеют право быть, но проблема национальной безопасности с этим не шутят. Я уверен, это даже не обсуждается, что неважно, сколько примаров пойдут за осужденным преступником Илоном Шором. Я уверен в том, что никто не допустит дестабилизации ситуации в рамках той гибридной войны, которая ведет против нас Россия руками таких осужденных преступников, как Илон Шор, и используя грязные незаконные деньги. Поэтому я категорически против паникерских настроений. И я повторюсь, что ставки слишком высоки для того, чтобы ожидать, что некто Илон Шор сможет здесь организовать государственный переворот в интересах Российской Федерации. Этого не будет, этого не допустят. Хорошо, вот еще один вопрос. Тогда пригрозили, опять же, в Гагаузии зазвучали голоса, что якобы какой-то съезд депутатов всех уровней. Это звучит как угроза всегда, если когда в Гагаузии заявляют съезд депутатов всех уровней и так далее. Вот это что? Шор уже начинает раскачивать Гагаузию или это тоже паникерское настроение? До 9 декабря еще есть время. Еще должны пройти, собственно говоря, местные выборы. И много воды утечет в реке Елпуг. Да. И... Нет, еще много канализационных стоков утечет в реку Елпуг. Да. Ну, говорят, там уже работают в этом направлении. Работают, да. И есть в автономии такая привычка, которая похожа на запиленную пластинку. Правда, молодежь не знает сегодня, что такое запиленная пластинка. Чтобы пугать Кишинев съездом депутатов всех уровней. Да, за 30 лет не придумали ничего более креативного. Я с вами согласен. Я помню 19 августа 90 года, когда была провозглашена с нарушением Конституции Советского Союза, статья 78, Гагаузская Советская Социалистическая Республика в составе СССР, и когда в Камрате говорят о том, что будет созван съезд депутатов всех уровней, это таким образом Камрат показывает Кишиневу фигу. Вот мы какие, в случае чего. Ну а дальше что? Если вы хотите принять что-то радикальное, так
ну это на меня глядя смешно звучит, но снявши голову по волосам не плачут. Что вас волнует этот НДС? Вы же такие радикалы. Вам же Кишинев не нужен вместе со всеми перечислениями из центрального бюджета. Поэтому это, скажем так, попытка организовать провокацию. Некто, господин Лейчу, там предложил какой-то законопроект о статусе съезда депутатов всех уровней. Да, было такое, да. Это такие посиделки, курултай, не хочу никого обижать, но это посиделки, которые громко называются съезд депутатов всех уровней. В Конституции такого органа нет и быть не может, поэтому все, что там будет провозглашаться, оно будет в основном сотрясанием воздуха и попыткой напугать Кишинев. Но в Кишиневе пугливых нет. Хорошо, а вот этот НДС, вот эта реакция, дальше диалог, потому что Камрад обиделся, пытается вот протесты. Это такая реакция, демонстрация того, что никакого диалога дальше быть не может или что? И вообще нужен ли этот диалог и как он может устраиваться дальше? Я всегда был сторонником диалога. Но диалог – это не тот случай, когда лицемерные люди с обоих сторон пытаются обмануть друг друга. Диалог – это когда есть понимание проблемы и совместно ищут решение этой проблемы. Почему вот эта платформа CMI, где представители парламента и Народного собрания уже много лет толкут воду в ступе? Потому что там нет искренности. Мое личное мнение, этот инструмент, эта платформа в идеале нужна для того, чтобы обе стороны пришли к согласию на предмет четкого разделения полномочий. И с того момента, как разделили полномочия, вот ваша песочница, вот ваши игрушки, вот наша национальная песочница. Этого нет. И поэтому и диалога нет, потому что, когда я вчера увидел в интернете, что заявление руководства Народного собрания, выступили 3 депутата на пресс-конференции. Но извините, конечно, руководство Народного собрания, но там не было Константинова. И я не уверен, что то, что говорили они, отражает мнение остальных депутатов Народного собрания. Поэтому проблема диалога существует, в том смысле, что с кем вести диалог? Не потому, что я хороший, а кто-то плохой. Но, извините, господин Константинов добился того, что его считают нерукопожатным. Если он считает, что для блага Гагаузии нужно ехать на поклон к Шору, я не буду комментировать там слухи, кто сколько взял и в какой валюте, да, так это его выбор. И это проблема наших сограждан из гагаузской автономии. Поэтому диалог нужен. Я всегда выступал не за формальный, а за искренний диалог. И не всегда люди с должностями оказываются наиболее эффективными в этом диалоге. Потому что, если я помню, Константин Таушарджи и Леонид Добров в 1994 году, у них не было каких-то официальных должностей, когда они предложили отказаться от максималистской идеи и нереализуемой идеи Гагаузской республики и перейти к переговорам про автономию. Поэтому я считаю, что Гагаузская автономия находится в моральном кризисе, и нужны новые люди для диалога с центральными властями, для того, чтобы мы пришли к тому, что Гагаузская автономия была бы органическим элементом молдавской государственности. Потому что, когда я слышу эти набившие оскомину формулы, что Гагаузская автономия – это якорь молдавской государственности, я понимаю, что у кого-то хорошо обстоят дела с воображением, но в данном случае больше похоже на камень на шее, чем якорь молдавской государственности, который спасет нас объединение с Румынией. Могу только сказать, что объединение с Румынией тихой сапой происходит каждый день. То есть интеграция. Например? Есть проекты мостов, объединение энергетической системы, газотранспортной системы. Это нормальный процесс
который должен восстановить нормальное общение между двумя государствами. Интеграция, чтобы граждане не чувствовали эту государственную границу. Поэтому диалог – это необходимость, и диалог – это проблема, потому что даже если кто-то там, 2-3 человека в народном собрании, и с ними приятно и легко говорить, это не значит, что это диалог. Диалог – это то, что слышат все наши сограждане из гагаузской автономии, чтобы они могли как-то сами оценивать ту или иную позицию. Но пока что я возвращаюсь к тому, что наблюдается вопиющий контраст между качеством тех молодых людей из Молдовы, которые на всемирной арене демонстрируют, что они конкурентоспособны, и уровнем нашей местечковой политики, особенности на митингах в гагаузской автономии. Возникает вопрос, где искать решение? На митингах или все-таки нужно инвестировать в молодежь и создавать условия, чтобы молодежь не выезжала из этой страны, но для этого нужно отказаться от политического кликушества, не нужно продавать себя на выборах и не нужно соглашаться с тем, чтобы гагаузская автономия становилась инструментом для дестабилизации ситуации в Республике Молдова. Ну хорошо, вы говорите, что там нет людей, с которыми можно вести диалог. И говорите, что не обязательно, чтобы эти люди обладали какой-то властью или какими-то полномочиями. Но как же насчет, скажем, реализации тех решений, которые сближали бы Гагаузию? Ну, я не считаю, что Гагаузия далеко от Молдовы, действительно органическая часть Республики Молдова. Единственное, кто выпендривается, это люди 2-го и 3-го этажа, как бы, известного здания в центре Камрата, да? Но вот как бы, и это мешает, портит воздух, с моей точки зрения, да? Вот как бы, как сделать так, чтобы этот воздух больше не портился? Здесь нет простых и быстрых решений. Я всегда был сторонником взвешенных, прозрачных, долгоиграющих проектов по интеграции наших сограждан, в том числе из гагаузской автономии, в молдавское общество. Потому что это абсолютный приоритет. Каждый житель, каждый гражданин Молдовы, неважно где он живет, в Кишиневе, в Камрате или в Вулканештах, он имеет право на свое личное мнение, и он не обязан голосовать за ПАС или не знаю что. Это суверенное право каждого гражданина. Но, на мой личный взгляд, гагаузская автономия не может иметь полномочий, что вот принимают резолюцию, что мы против Европейского Союза, или, не дай бог, как был так называемый референдум 2014 года. Автономия – это то, что решает проблемы внутри автономии, а не занимается геополитикой. Поэтому мы должны прийти к этому пониманию, и люди должны требовать со своих избранников не решения геополитических проблем, а решения внутренних проблем. Потому что, когда шли дискуссии о том, что вот только начались дискуссии с этим НДС, сразу одни говорят из Кишинева, что у вас доходы в бюджете самые высокие на душу населения, а в автономии говорят, а у нас самые низкие зарплаты. Так я говорю, уважаемые, если вы поднимаете экономику, если вы развиваете экономику, тогда зарплаты будут расти. Возникает вопрос, на что вы потратили деньги? На гиперраздутый бюрократический аппарат и на фотосессии Ирины Влахи? Ну да, это был такой Тарнавский, когда опубликовал решение, да, то есть, да, зарплаты низкие, да, но бюджет это высокий, самый высокий по стране, я с этим согласен. И если это не идет на экономическое развитие и повышение благосостояния людей, то тогда зачем нужен этот бюджет? Хорошо, вы говорите, господин Антой, про полномочия, но это же резать по-живому, да, по большому счету. И я понимаю, что этот закон от 1994 года, он не совершенный, там очень много ошибок, очень много противоречий и противоречий здравому смыслу, по большому счету. Но он превратился в такую священную корову, и он, честно говоря, мешает даже Гагаузии внутри для решения внутренних проблем развиваться каким-то образом, двигаться дальше. Вот как приступить к пересмотру этого закона? Есть ли в одностороннем порядке это может быть сделано или нет? Такой провокационный вопрос. Не, если мы вспомним пример той же Тирольской автономии, то первое соглашение было подписано в 1946 году, да. А особый статус Тирольской автономии был принят в 1972 году.
И плюс еще в 2001 году в Италии был принят конституционный закон, который ввел еще положение. То есть речь идет о процессе. Понятно. Речь идет о процессе. И я всегда выступаю за то, чтобы мы сели с людьми из Гагаузской автономии и прошлись по этому закону. Потому что там есть очевидные нелепицы. Вот я приведу только такой пример. У меня нет закона передо мной. Но когда там написаны выборы в народное собрание, то есть не менее чем по одному депутату от каждого населенного пункта и не менее чем, по-моему, 5000 голосов. Да, на избирательный округ, да. Да, и возникает вопрос, а откуда у вас взялось 35 депутатов? Да, я помню, что в уложении там Ваня Бургуджи написал, но закон-то тоже как-то надо соблюдать. Поэтому там много несуразностей, и насчет полномочий не надо резать по-живому. Нужно вещи называть своими именами. Потому что есть исключительные полномочия центральной власти, на минуточку, Республика Молдова унитарное государство. Поэтому внешняя политика, оборонная политика, не знаю, что там еще, таможня. Безопасность, да. Безопасность – это исключительная прерогатива центральной власти. И когда я говорил со своим знакомым из Камрата, я говорю, скажи, пожалуйста, что вы подразумеваете под словом политическая автономия? Я говорю, когда там в полночь Народное собрание голосует за георгиевскую ленточку в пику Кишиневу, это что? Ну это как? Ну так в Гагаузии видят политические компетенции, к сожалению. Нет, в этой ситуации, я повторяю, нужен диалог, но желательно, чтобы в этом диалоге участвовали не только те, которые монополизировали право говорить о гагаузской автономии. Господин Антой, благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо. Надеюсь, поводы будут более оптимистичны.